Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». Продолжая тему 80-летия победы в Великой Отечественной войне, хочется вспомнить уроженца села Гамурзиева Хаджибекара Мархиева. О его жизни и военном пути нам расскажет ведущий архивист отдела использования документов и научно-информационной работы Госархива Ингушетии Алихан Патиев. Приветствую вас. Добрый вечер. Алихан, что на сегодняшний день известно о Хаджибекаре Мархиеве? По Хаджибекару Мархиеву материала у нас довольно много, и надо сказать, что это скорее редкость, потому что, как правило, приходится собирать по крупицам буквально информацию о наших участниках войны, но в данном случае видно, что и сам человек копил этот, не выбрасывал этот материал, сохранял его, и его уже потомство тоже об этом заботилось, и поэтому вот недавно нам в архив был передан довольно большой материал по нему от его дочери Айшата. Хаджибекар Мархиев родился в 1917 году, как уже было сказано, в селе Гамурзиево. Он учился сначала на бухгалтера, работал бухгалтером. Согласно его автобиографии, он в конце 1941 года уволился с работы бухгалтера и уже пошел добровольцем на фронт и был зачислен в знаменитый 255-й Чечено-Ингушский кавалерийский полк под командованием Висаитова. Их отправили сначала в Краснодар, затем они участвовали в различных боях в Ростовской области, но из-за того, что враг был очень силен, им приходилось отступать, и они так дошли до Сталинграда, где уже этот полк и проводил уже следующие бои. Отличился как-то Хаджибекар? Именно под Сталинградом его каких-то наград нет, отличился он позже. Вообще в полку он был писарем, и в целом и там, и уже далее занимался такой работой по обеспечению, по продовольственному обеспечению и так далее. Писарем, возможно, его зачислили в том числе потому, что он был образованный человек, и вот таких обычно как-то старались на такие места, где пригодится их образованность. Как далее складывался его военный путь уже после Сталинграда? После Сталинграда уже, и даже во время Сталинградской битвы, их полк был расформирован, и его уже зачислили в другое подразделение. Это 85-я кавалерийская дивизия 4-го кавалерийского полка 51-й армии. После Сталинградской битвы его уже перевели в 147-й артиллерийский минометный полк 15-й кавалерийской дивизии, и они уже сражались, в том числе и, опять же, уже с наступлением Красной армии уже переходили на территорию Украины, на территорию Беларуси, они освобождали Беларусь, в том числе участвовали в 14-дневном освобождении города Мазырь. И вот так, собственно, и он завершил уже войну в 1945 году, и когда он был уже уволен в запас по состоянию здоровья. А что известно о его наградном листе? Имеются ли какие-то данные? У нас в архиве имеется его военный билет, где написано, что он вот с такого-то по такое-то был писарем полка, затем заведующим делами строевой части, казначей, потом помощник начальника продуктово-фуражной службы полка. Все это здесь расписано, дана его фотография, где родился и так далее. Это то, что передала его дочь, да? Да. Хаджибекар Мархиев был награжден за войну, во-первых, медалью за оборону Сталинграда. Вот это удостоверение об этой медали. Затем, все подтверждающие документы? Да, есть все подтверждающие документы, кроме, конечно, самих медалей не передают, а уже сами документы, удостоверения у нас есть. Есть и удостоверение за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Это уже эта медаль давалась тем, кто прошел войну. И у него еще есть награждение орденом Красной Звезды. Вот это удостоверение, орденская книжка. Об ордене Красной Звезды есть наградной лист, где упоминаются его биографические данные, и дальше говорится, за что ему ее дают. У нас есть наградной лист к ордену Красной Звезды,
где расписано, ну, кроме стандартной информации, что ингуш родился в таком-то году, беспартийный и прочее, написано, за что он представляется к ордену. И здесь довольно много расписано, что за весь период, ну, например, за весь период его работы по заготовке фуража не осталось ни одного килограмма неподвезенного к расположению полка и прочее, прочее. Среди материалов есть в том числе, например, предписание, где говорится, что он уволен в отставку по болезни. Это за какой период? Это в 1945 году, 2 сентября это было ему выдано. И было также направление, еще до этого, 22 марта 1945 года, было направление в город Омск на стационарное лечение. В чем именно заключалась болезнь, мы не знаем, что именно у него было, но видно, что он уже... Но все-таки человек прошел войну. Да, и да. Неудивительно то, что ему требовалось какое-то, ну, и, видимо, здоровье было подкошено, и его вот отправляли на лечение. К слову, стоит сказать, что в целом по документам видно, что государство о нем заботилось, и во время войны, и после войны его отправляли на стационар, на курорты. Сам Хаджибекар в своей автобиографии пишет, что Красную Звезду получил за успешное выполнение операции по захвату противника в местности Большая Мельница. Было поручено командованию срочно перейти с бойцами в тыл врага и захватить мельницу. Мы захватили 14 бричек зерна и муки противника и 29 фрицев в плен, в том числе особо важного офицера. Это будет ценный хлеб для войск, так как не было снабжения с нашего тыла. Но в самом наградном листе это конкретно не упоминается, там говорится о его общих заслугах, что вот в целом он достоин награждения медалью. А вот как складывалась после уже окончания войны его жизнь? То есть был ли он в депортации? Есть ли данные какие-то об этом? О его трудовой деятельности после войны мы можем узнать из его трудовых книжек. По ним видно, что он начал трудовую деятельность в депортации практически сразу. Он работал на различных должностях, но в основном он работал по своей специальности, был бухгалтером. А что известно о его семье? Насколько большой она была? Среди фотоматериала есть фотография его семьи. Правда, эта фотография, она составная, то есть видно, что это взято с разных других фотографий. Но здесь на обороте расписано, что у него, получается, 7 сыновей и вот одна дочь, которая, собственно, нам представила этот материал. То есть семья большая. Также имеются его личные фотографии. Это вот такой большой портрет, правда, частично, опять же, нарисованный. Вот его фотографии уже после войны. Здесь он, кстати, на стационаре. Это фотография его 1941 года. Правда, был ли это, в какой именно месяц, неизвестно, но вот фотография датируется 1941 годом. Это его первая из имеющихся фотографий. Также нам дочерью Хаджибекаром архива был предоставлен фотоматериал, где есть фотографии его сослуживцев, где есть коллективные фотографии вместе с ним. И хотелось бы их тоже показать. Вот, например, у них в составе дивизии были представители разных национальностей, было немало и ингушей, и чеченцев. Вот, например, есть его фотография с одним из сослуживцев, к сожалению, здесь не написано, кто это именно. Вот сам Мархиев Хаджибекар. Есть фотография Мажидова Мовли, есть фотография Аушева Мусы, вот он. И вот еще один ингуш, это Беков Магомед. А вот фотография командира артиллерийского минометного полка Саверского Иосифа Митрофановича. С ним у него были, да и в целом у сослуживцев были очень хорошие отношения, они постоянно поддерживали связь. В целом здесь надо отметить также то, что сослуживцы, именно которые служили вместе с ним, и сам Хаджибекар очень тепло друг к другу относились, постоянно поддерживали связь, они постоянно собирались на встречи ветеранов. И есть различные фотографии коллективные, где вот одна из таких встреч. Вот еще одна, вот он, Хаджибекар, вот сидит внизу, в первом ряду. Вот еще одна фотография тоже другого времени. Ну, вот так они регулярно собирались, не теряли связь, писали друг другу письма.
Вот его фотография уже с командиром полка. Поэтому фотоматериала довольно много, и это действительно трогательно, как они держали связь друг с другом. Вот, например, хотелось бы зачитать несколько открыток. «Дорогой друг Хаджибекар, молодец, что не забываешь. Спасибо. В свою очередь спешу поздравить тебя и все семейство с Новым годом». Ну и так далее, и так далее. Это ему пишет Бавартин. Есть еще открытка от Мусаева Имрана Исмаиловича. Вот, кстати, с ним было довольно много переписки, много писем. И он говорит: вот, дорогой однополчанин Хаджибекар и ваша семья, сердечно поздравляю вас с наступающим 89-м годом. То есть мы видим, что уже 89-й год, уже они в преклонном возрасте, но все равно они продолжали переписываться, да, поддерживать связь. Есть еще очень такая интересная телеграмма, к сожалению, неизвестно от кого. Срочная Чечено-Ингушская АССР, Назранский район, село Гамурзиево, улица Пушкина, 1, архив ВХ. Дорогой Хаджибекар, поздравляю тебя с Новым годом, желаю крепкого здоровья, счастья в жизни и успехов. Не забывай Сталинградскую битву. Это интересное добавление. Значит, были вместе на Сталинграде. Да, да. А так, вот, кстати, надо отметить, что вот для них особенно были вот эти две битвы: Сталинградская битва и битва за Мозырь. И именно по поводу битвы за Мозырь и они и собирались практически каждый год именно в годовщину этой битвы. Давайте также зачитаю письмо от Имрана Мусаева. Он пишет: «Ассаламу алейкум, дорогой друг и однополчанин Хаджибекар. Давно мы не знаем о здоровье друг друга, как вы живете, как здоровье вашей семьи. У меня здоровье хромает, ходовые на первой скорости». Ну, в общем, такое забавное письмо. И в конце он пишет: «Нас было много, нас стало мало, и нас не будет. Но мы жили достойно и честно для нашей Родины. С уважением, Имран». Ну и помимо переписки, он также искал всякую информацию, хранил у себя информацию о своих сослуживцах, которые, к сожалению, погибли, в том числе на фронте. И вот, например, у него есть среди документов извещение о том, что, ну, там написано: «Ваш брат гвардии, красноармеец Гойгов Ильяс Тасоевич, уроженец Чечено-Ингушской ССР, селения Гамурзиева, в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 26 ноября 1943 года». Вот это одно из извещений. Другое извещение тоже об Ингуше. «Ваш сын гвардии, красноармеец Албагчиев Израил Терсботович, уроженец Чечено-Ингушской ССР, селение Альтиево, в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит». Также, помимо этого, он еще переписывался с различными службами, архивными службами, поисковыми отрядами. И он искал материал по поводу Белтоева, его сослуживца, Белтоева Магомеда, сержанта, старшего сержанта. И вот он им называл, что вот, ну, вот, мол, в том селе он мог быть похоронен. И вот ему пишут, что, мол, такого села нет, но вот, скорее всего, вы имели в виду вот это. Возможно, вы просто название перепутали, забыли и так далее. Ну, в целом, получается, Хаджибекиром велась целая поисковая работа. Вот, например, он выяснял судьбу своего сослуживца Белтоева Магомеда, и действительно было найдено, где он похоронен. И ну, это здорово, что он продолжал это все искать, что он не забывал это все, и вообще это видно по всем его письмам, документам и прочему. А какую вообще роль в вашей работе играет взаимодействие именно с родственниками погибших участников Великой Отечественной войны? Большую роль, потому что, вот, как я уже сказал... Да, на примере нашего героя? Да, это играет большую роль, потому что, как я уже сказал, материала у нас, в принципе, не так много по нашим участникам войны, и мы понимаем, что очень много материала, наверное, хранится дома. В семейных архивах. В семейных архивах. Они просто лежат дома, и люди как-то особо не задумываются, что вот это надо, с этим надо поделиться, это надо отнести в архив. И поэтому... Вот. То есть вы, получается, можете в дальнейшем использовать этот материал уже для написания статей, да, каких-то публикаций, сборников? Да. Он не просто хранится, то есть он со временем публикуется? Ну, этот материал публикуется в том числе и в архивных сборниках. Этим материалом могут воспользоваться ученые, которые могут приходить в архив и там брать материал для своих исследований.
Ну и также какой-то материал выставляется в том числе и на сайте организации и прочее, прочее. Алихан, ну мы благодарим то, что вы сегодня пришли и подробно рассказали о Хаджибекире Мархиеве. Надеемся, вы и дальше будете продолжать эту поисковую работу. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. История Хаджибекара Мархиева лишь одна из тысячи историй, но каждая из них – часть нашей общей. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. До новых встреч!